Глава 10. А было ли иго? Эпиграф. Без так называемой татарщины не было бы России. Савицкий. Заостренная формула ЛН «никакого татарского ига не было» надолго стала мишенью, по которой упражнялись его многочисленные критики. Возьмем, к примеру, один из номеров журнала «Родина», 3-4 за 1997 год, специально посвященный лесу и степи в IX-XVI веках. Вот основные идеи историков, признававших отрицательные последствия ига. Оно вызвало глобальное бедствие, катастрофические последствия которого были неисчислимы. Высокоразвитая цивилизация, древнерусская, была отброшена назад в экономическом, политическом и культурном развитии, по крайней мере, на 1,5 столетия. К 1241 году на Руси наступил демографический спад, несравнимый ни с какой эпидемией или опустошительным голодом. Никакого симбиоза между лесом и степью не было. Русские земли были страшно разорены. Примечание. Родина, 1997 год, номер 3-4, страницы 86-89, 91, конец примечания. Можно дополнить этот список, так сказать, свежих высказываний, цитатами из штатных хулителей Льва Николаевича, Аполлона Кузьмина или Чевелихина. Думается, что заостренность гумилевской формулы дала импульс для спора, для возражений, а значит для поиска истины. Как всегда, новое, в какой-то мере хорошо забытое старое. Почему, например, никто не критиковал Милюкова, бравшего в кавычки термин «татарское иго»? Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Москва. Прогресс. 1993 год. Часть 1. Страница 372. Конец примечания. Я нахожу лишь один ответ. Российское, именно российское, а не русское, издание его очерков вышло лишь в 1993 году, уже после смерти Л.Н., после того, как он принял удар на себя. Принял и наслаждался обстановкой боя, как бы ему при этом не перепадало. После смерти Л.Н. его резкие слова еще раз прозвучали в книге «От Руси до России». Ни о каком монгольском завоевании Руси не было и речи. Гарнизонов монголы не оставили, своей постоянной власти и не думали устанавливать. С окончанием похода Батый ушел на Волгу, где основал свою ставку город Сарай. Фактически хан ограничился разрушением тех городов, которые, находясь на пути войска, отказались замириться с монголами и начали вооруженное сопротивление. Примечание. Гумилев. От Руси до России. Очерки по русской истории. Москва. Дрофа. 1996 год. Страница 132. Конец примечания. Проблемы ига неотделимы от якобы многовекового противостояния леса и степи. Им посвящена самая капитальная во всем цикле итоговая работа Л.Н. «Древняя Русь и Великая степь», вышедшая еще при жизни автора в 1989 году. Примечание. Гумилев. «Древняя Русь и Великая степь». Москва. Мысль. 1989 год. Конец примечания. Противостояние лес-степь находило параллели в традиционных связках контрастов. Оседлые, кочевники, земледельцы, скотоводы, славяне, тюрки
европейцы, азиаты, Запад, Восток. Русь и степь до нашествия и Русь в годы так называемого ига – два тесно связанных, но все-таки разных периода. Рассмотрим их коротко. Глава 10, 1. Спор историков. Родилась ли истина? Есть много загадок прошлого, например, почему в XII-XIII веках Половецкая степь именовалась в русских источниках землей незнаемой, если еще в X веке русские свободно ездили в Тьму-Таракань, Керчь и в Крым, доходили до берега Каспия. Неужели знания русских географов в XIII веке уменьшились, или забыли они об этих рядовых событиях недавнего прошлого? Как замечал Л.Н., в XII веке бывшая степная окраина Киевской Руси превратилась сначала в землю незнаемую, потом в большой луг и, наконец, в дикое поле. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. Москва. Мысль. 1989 год. Страница 467. Конец примечания. В последнем названии уже явственен элемент враждебности. Тянулась ли действительно эта вражда чуть ли не столетиями, и если да, то только ли вражда? В степи доминировали половцы, и значит, в первом приближении проблема сводится к выяснению взаимоотношений русских с ними. Русские историки XIX века, а частично и XX, давали однозначный ответ. Рыцарственная Русь и тревожная недобрая степь, пишет Рыбаков, разлившаяся безбрежным морем от Волги до Дуная. Степь полна топота и ржания конских табунов, дыма становищ, скрипа телег. Рыщут волки, кружатся над полем хищные птицы. Тут и там идут несметные войска половецких ханов, распугивая антилоп и туров. Духами зла и смерти, огня и несчастий наполняет степь фантазия поэта. На сотни верст вдоль русской границы раскинулось необъятное степное море, ежегодно, ежедневно угрожавшее ураганами и штормами воинственных и хищных половецких орд. Примечание. Рыбаков. Слово о полку Игореве и его современники. Москва, 1971 год. Страницы 8-35. Конец примечания. Красиво. Да? Но неубедительно. У академика Рыбакова было много именитых предшественников, классиков русской исторической науки. Их оценки практически однозначны. Гумилев писал, что дореволюционная русская историография от Татищева до Плеханова, за редкими исключениями, решала проблему русско-половецкого контакта единообразно. Татищев писал, что половцы и печенеги русским пределам набегами, пленяя и грабя, великие вреды наносили. Карамзин. Половцы – неутомимые злодеи. Мир с такими варварами мог быть только опасным перемирием. Устрялов. Половцы – лютые злодеи. Соловьев. Русь должна была вести борьбу с жителями степей. Костомаров. Половцы – полчища степных кочующих народов, жадных к грабежу и истреблению. Рожков. Половцы. Наибольшая опасность для древнерусского государства. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. Страницы 471-477. Конец примечания. Сюда же, к так называемым традиционалистам, Л.Н. отнес и Милюкова. Отнес напрасно, но не виновен в ошибке. Российское издание очерков
вышла, как уже говорилось, после смерти Гумилева. Между тем Милюков был совсем нетрадиционен. Он считал, что своеобразны были отношения на границе лесостепи с теми кочевниками, которых русские князья начинают в противоположность диким половцам называть «наши поганые, надобные Руси». Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Москва. Прогресс. 1993 год. Страница 365. Конец примечания. По мнению Милюкова, половцы, последние степные пришельцы, были и остались чистыми кочевниками, без всякой примеси государственных целей. Настоящего наступательного движения на Русь у половцев никогда не было. Они не желали выходить из степей и расширять свою территорию за счет лесостепной и степной области. Вот почему северные пределы половецких кочевий и южные границы днепровских русских княжеств оставались неизменными до второй половины XII века и до конца существования половецкой независимости. Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Москва. Прогресс. 1993 год. Страница 373. Конец примечания. Типично, так сказать, евразийское объяснение. Добавим, что первый, второй тома очерков Милюкова основаны на понятии «месторазвития Савицкого», что, правда, не мешало ему там же критиковать евразийцев. Л.Н., что называется, реабилитировал половцев еще подробнее и капитальнее. Во-первых, число русских в XII веке достигало 5,5 миллиона человек, а половцев – нескольких сот тысяч. Вспомним несметные войска у Рыбакова. Во-вторых, в XI-XII веках было больше русских походов на север, чем столкновений на юге. В-третьих, Пашута подсчитал, что, несмотря на рознь русских князей, половецкие набеги коснулись лишь 1/15 территории Древней Руси, тогда как русские походы достигали Дона и Дуная, приводя половецкие становища к покорности. В-четвертых, согласно Лаврентьевской летописи, получается, что за 180 лет, 1055-1236 годы, половцы нападали на Русь 12 раз, и столько же раз русские на половцев. Совместных русско-половецких операций в междоусобных войнах было 30. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 485. Конец примечания. В-пятых, Владимир Мономах писал, что заключил с половцами 19 миров. Он первый привел половецкую рать на Русь для разгрома Полоцкого княжества. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 471. Конец примечания. В-шестых, в XII веке редкая усобица обходилась без того, чтобы тот или иной князь не приглашал к себе на помощь поганых. Примечание. Каргалов. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Москва. 1967 год. Страница 49. Конец примечания. Следовательно, половцы и русские, резюмировал Л.Н., уже составляли единую этносоциальную систему. Примечание. Каргалов. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Москва, 1967 год, страница 478. Конец примечания. Видимо, иначе и не могло быть. Огромный регион, включающий Древнюю Русь и Великую Степь,
не был разрезан какой-то жесткой природной границей. Лес плавно переходил в лесостепь и затем в степь. Зональные ландшафты сочетались с азональными, а значит, должна была сформироваться некая целостная хозяйственная система. Тогда более характерными и нормальными являются не войны и набеги, а интенсивный товарообмен между лесом и степью. Примечание. Якубовской. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X-XV веках. Выпуск 3, часть 1, Ленинград, 1932 год, страница 24. Конец примечания. Экономика, как всегда, определяла политику. Ее, в свою очередь, определяли возможности такого товарообмена. Граница не была ни жестким природным рубежом, ни этническим водоразделом. Не случайно, даже в XIV-XVI веках сохранились такие полиэтничные и вместе с тем, что называется микрополитические образования на границе леса и степи, как Елецкое княжество, Еголдаева тьма, княжество Глинских, потомков Мамая, опровергавшие концепцию извечного антагонизма. Примечание. Гумилев. Слависты и номадисты. Русская литература. 1988 год. Номер 2. Страница 228. Конец примечания. Настоящая беда шла на Русь не с востока, а с запада. И не одна беда, а много бед. Глава 10. 2. Оккупация или симбиоз. Эпиграф. Золотая Орда была искусственным и непрочным государственным объединением. После завоеваний, сопровождавшихся чудовищными разрушениями и человеческими жертвами, главной целью золотоордынских правителей было ограбление порабощенного населения. Большая советская энциклопедия. Типичный двойной счет, принятый на Западе при оценке Запада и Востока, не миновал и нас. Более того, он доминировал. Это чувствуется и сейчас. Монгольские войска вторглись в пределы Руси в 1237 году и к концу 1240 года, одержав победы во многих сражениях, подчинили себе чуть ли не всю страну. Новгород, по оценке Хара Давана, спасла лишь апрельская оттепель и бездорожье. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Элиста. 1991 год. Страница 159. Конец примечания. Тут нечему удивляться, ибо до этого, правда не за 3, а за 26 лет, ими был покорен почти весь азиатский континент, а значит, на Русь обрушилась концентрированная мощь всей Азии. Примечание Кожанов, так называемая монгольская эпоха в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. Наш современник, 1997 год, номер 3, страница 194, конец примечания. Этому предшествовало пагубное изменение всей геополитической обстановки, резкое ухудшение положения Руси в тогдашнем мире, и в дальнем, и в ближнем зарубежье, плюс утеря координации внутри самой Руси. Л.Н. назвал это вереницей бед. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 490. Конец примечания. Грозная беда надвигалась с запада. Началось завоевание Прибалтики немцами. Была основана Рига. В 1201 году учрежден орден меченосцев. Ревель, основанный датчанами в 1219 году,
стал базой наступления на северо-западную Русь. Немцы взяли основанный русскими Юрьев и не пощадили там ни одного русского. Это было страшнее поражение на Калке в 1223 году. И может быть еще страшнее, потому что все это не находило никаких реакций в Новгороде, наиболее угрожаемом форпосте Руси. В 1204 году пал Константинополь, захваченный французско-итальянскими крестоносцами, врагами православия. «Русь перестала быть», писал Л.Н., частью грандиозной мировой системы, а оказалась в изоляции, охваченная в клещи двумя крестоносными воинствами. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 492. Конец примечания. При этом Европа в начале XVIII века прошла менее 1/3 нормального цикла этноса. Ее, что называется, распирала пассионарность. А славянские князья воевали друг с другом, не замечая, как тает территория Руси. Галичина, бывшая ее передним краем на юго-западе, была разделена поляками и венграми. Русь находилась в стадии обскурации. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 498. Конец примечания. Стандартное объяснение русских поражений – феодальная раздробленность Руси. Л.Н. считал иначе. Он видел основную причину в спаде пассионарного напряжения, в старении этнической системы. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 505. Конец примечания. Монгольское нашествие 1237-1240 годов Л.Н. называет «бедой девятой». Факты хорошо известны. Батый разгромил Рязанское княжество, во Владимирском взял 14 городов, завоевал Торжок и злой город Козельск, затем пал Чернигов, а в 1240 году Киев. Дальше был рейд на Венгрию и Польшу. При этом Л.Н. категорически отвергал миф о спасении Европы, широко распространенный с давних времен. Еще Пушкин был им заражен. Он отмечал отсутствие благодарности у Запада. Вместо нее было благословение крестового похода против православных. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 507. Конец примечания. Л.Н. называл иго симбиозом русских и татар, и это вызывало возмущение у критиков. Но поставим вопрос иначе. Не как называть этот период, а был ли иной выход? Геополитическая картина мира в начале XIII века была отчетливо биполярной. Господствовали две мощные системы: теократия папы Иоанна IV на западе и монгольский улус на востоке. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Страница 168. Конец примечания. Какая-либо сравнимая с ними так называемая третья сила отсутствовала. Византия, казалось бы, обретшая второе дыхание в 1261 году, временно стряхнувшая оккупацию, находилась в состоянии прозябания, по Л.Н. в фазе обскурации, как и Русь. Русь к тому же была раздроблена на 8 полугосударств-княжеств, враждовавших друг с другом. Л.Н. называл Литву и Великороссию тех лет малыми этносами, зажатыми между двумя могучими системами. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва. Мысль.
1989 год, страница 539, конец примечания. Где же искать выход из тупиковой, казалось бы, ситуации? Что хуже, что гибельно для Руси, а что даст хоть какой-то шанс на выживание и возрождение? Такой нелегкий вопрос стоял перед Александром Невским. Русские – враги католической церкви, говорилось в папской булле шведскому архиепископу. Именно в Прибалтике проходил передний край наступления на северо-восточную Русь. Только не понимая всего трагизма ситуации, абстрагируясь от реальности, глядя, что называется, с Запада, можно обвинять Александра в коллаборационизме, высокомерно морализировать по этому поводу. Западный историк Джон Феннелл холодно заметил, что находиться в вассальной зависимости от Золотой Орды было позорно и бессмысленно. Примечание. Феннелл Джон. Кризис средневековой Руси. Москва. 1989 год. Страница 213. Конец примечания. Из теплого и уютного кабинета в Лондоне или Кембридже легко было морализировать. Куда труднее было принимать решения на ледяном ветру у Чудского озера в эпоху, когда все решалось силой князю, которого не раз предавал его родной город, человеку, родной брат которого был типичным, что называется, западником. Из крупных русских историков, даже оценивавших нашествие как иго, никто не бросил камень в новгородского князя. Вернадский писал: «Будучи убежден, что Русь не может противостоять одновременно натиску немцев и монголов, Александр принял твердый политический курс на ханское покровительство. Он никогда не отходил от этого, и его наследники продолжали вести такую же политику в течение почти столетия». Примечание. Вернадский. Русская история. Москва. Аграф. 1997 год. Страницы 69-70. В Евразийском временнике 1925 года была его статья, заглавленная однозначно «Два подвига Александра Невского». Конец примечания. При этом историк, различая этапы нашествия, отмечал, что политика Тимура сделала монгольскую власть для русских более приемлемой. Примечание. Вернадский. Русская история. Москва. Аграф. 1997 год. Страница 71. Конец примечания. Шмурло, однозначно принимавший концепцию ига, считал, что князь Александр прилагал невероятные усилия ввести расхлеставшееся Татарское море в должные границы, примирить возмущенное чувство русских людей с неизбежностью ига. Примечание. Шмурло. Русская история. Москва. Аграф. 1997 год. Страница 104. Конец примечания. Для Л.Н. Александр Невский – ярчайший пример пассионария. Он мастер маневренной войны, он наиболее последовательный борец за Русь, защитник суперэтноса и его культуры от железного натиска католической Европы, или, что одно и то же, от колониального порабощения. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страницы 523-527. Конец примечания. Поэтому он отказывается от любого культурного обмена с Западом, даже от дозволения религиозных диспутов. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 524. Конец примечания. Союзом с монголами ему удалось остановить крестоносный натиск. Поэтому договор Александра с ханами Батыем и Берке, согласно мнению Л.Н.,
был по сути военно-политическим союзом, а так называемая дань – взносом в общую казну на содержание армии. Примечание. Гумилев. Историко-философские сочинения князя Трубецкого. В книге Трубецкой «История, культура, язык». Москва. Прогресс. 1995 год. Страница 29. Конец примечания. В этой борьбе он противостоит не только своему городу-республике, много раз предававшему его, он противостоит этносу, находящемуся, согласно Л.Н., в маразме, в полной неспособности к отражению внешней угрозы. Здесь Л.Н. явно перегибал в угоду своей концепции, но не так уж сильно. Не так сильно, ибо очень осторожный в оценках Грум Гржимайло тоже отмечал, что князья не испытывали ни государственного, ни национального стремления к единству. Примечание. Грум Гржимайло, Западная Монголия и Урянхайский край. Ленинград, 1926 год, страница 206. Конец примечания. Важнее всего для нас все-таки не оценки историков XIX или XX века, и даже не гумилевское признание всех заслуг князя Александра и его безусловной пассионарности. Гораздо интереснее и весомее оценка Александра Невского в более близкое к нему время. Несмотря на то, что он был канонизирован лишь в 1547 году, почитание его как святого началось сразу же после кончины. Открытие мощей Александра Невского произошло перед Куликовской битвой, когда «бяху все людие в страсе велице утесняеми». Примечание. Прохоров. Повесть о Митяе. Ленинград. Наука. 1978 год. Страница 107. Конец примечания. Выбор пути стоял не только перед Александром, но и перед каждым русским человеком. Необходимо было выбрать ту культуру, которая ему больше подходила – западную, католическую или восточную, православную. Ведущая роль тут, согласно Л.Н., принадлежала не догматике, а мироощущениям, симпатичным друг другу. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 527. Конец примечания. Здесь, что называется, срабатывала такая таинственная сила, которую Л.Н. назвал комплементарностью, срабатывала, естественно, в пользу своего суперэтноса. До нашествия так называемые «свои» – это греки, болгары, половцы, но не католики, не мусульмане. Согласно Л.Н., с западной стороны грозила подлинная оккупация, а с другой – большой набег. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Страница 532. Конец примечания. При всей необычности и условности гумилевского определения «большой набег», оно все же ближе к истине, чем оккупация или порабощение, хотя бы потому, что ни на Руси, ни в Польше или Венгрии монголы не оставляли постоянных гарнизонов. Да и не могли они это сделать, ибо по реальным оценкам численность монгольской армии была где-то между 30 тысячами Веселовской и 120-140 тысячами Каргалов. При этом последние цифры, вероятно, завышены уже потому, что в этом случае нужно было иметь конницу примерно в 500 тысяч голов. А где взять корм, особенно зимой? Это абсолютно нереально, и потому что после похода в северной части Руси Батыю пришлось дать войскам продолжительный отдых в южнорусских степях для ремонта конского, что называется, состава. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие.
Страница 160. Оценка в 20 тысяч многократно подтверждается разными источниками и авторами. Мункуев. Заметки о древних монголах. В книге «Татаро-монголы в Азии и Европе». Москва, 1977 год, страницы 397-398. Конец примечания. Слова древних авторов о 300-400 тысячной армии вообще фантастичны, так как это больше всего мужского населения тогдашней Монголии. Могла ли даже 30, 60, 80 тысячная армия быть раздроблена еще на сотни гарнизонов? После побед Батыя, уже как главы Золотой Орды, на его долю приходилось всего 2000 настоящих воинов, а с ополчением, то есть отчасти обслугой, 25 тысяч. Примечание. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Том 24. Страницы 633-635. Конец примечания. Монголов ограничивало это соотношение сил. Их толкало на союз с Александром Невским и другое. Батый хотел иметь надежный тыл, поскольку все время должен был считаться с внутриполитической обстановкой и интригами в самой Монголии, в Улусе. Комплементарность срабатывала уже потому, что с начала оккупации до принятия Ордой ислама как государственной религии, 1312 год, прошло более полувека. Первый мусульманин из правителей Орды Берке, брат Батыя, в 1240 году разрешил учредить в самом Сарае православную епископию. Ислам нравился отнюдь не всем татарам, и тогда они шли в русские княжества и оседали там. Происходила метисация. Так появились на Руси, пишет Л.Н., Аксаков, Алябьев, Чаадаев, Шаховской, Шереметьев, Юсупов. В полном списке, включавшем 65 фамилий, есть, кстати сказать, и фамилии нескольких историков и философов-классиков, по-разному оценивавших так называемое иго: Карамзин, Милюков, Татищев, Чаадаев. Примечание. Гумилев. От Руси до России. Москва. Дрофа. 1997 год. Страница 538. Конец примечания. В этом же списке присутствуют Ахматовы, но, как известно, настоящая фамилия А.А. была другая. Комплементарность же римско-германского суперэтноса с восточными соседями была отрицательной. Примечание. Гумилев. От Руси до России. Москва. Дрофа. 1997 год. Страница 542. Конец примечания. Монголы принимали православие, ислам или буддизм, но не католическую религию. Это был не поиск выгоды, а симпатия, лежащая в сфере подсознательного, природного. Комплементарность русских и монголов поддерживалась и веротерпимостью так называемых оккупантов. Чингисхан провозглашал это так: «Уважаю и почитаю всех четырех: Будду, Моисея, Иисуса и Магомета, и прошу того, кто из них вправде наибольший, чтобы он стал моим помощником». Примечание. Федоров. Донцы в наследии Чингисхана. Вольное казачество. Прага. 1928 год. Конец примечания. Но это, так сказать, теория, а практика была закреплена указом Менгу Тимура. На Руси да не дерзнет никто посрамить церквей и обижать митрополитов и подчиненных ему.
Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Страница 193. Конец примечания. Резюмируя эти многочисленные доказательства веротерпимости, Хара Даван писал: ханы выдавали русским митрополитам золотые ярлыки, ставившие церковь в совершенно независимое от княжеской власти положение. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Страница 192. Конец примечания. Комплементарность поддерживалась и невысоким экономическим гнетом. Русь платила дань, платила ее долго и исправно. Но в капитальном исследовании Каштанова показано, что она составляла в XIV веке 5000 рублей, а в XV веке 7000 рублей в год. Это огромные по тем временам деньги, ибо на 1 рубль можно было купить 100 пудов хлеба. Да, конечно, князья предпочли бы, чтобы эти суммы оседали у них, а не уплывали в Орду. Но если разделить их на 5-миллионное население тогдашней Руси, то на душу приходится всего 1 к 1000 рублей в год, то есть 1,6 килограмма хлеба. Кожанов уточняет: подушная подать была больше, поскольку указанные суммы предназначались лишь для монгольской власти. Примечание. Кожанов. Так называемая монгольская эпоха в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. Наш современник, 1997 год, номер 3, страницы 184-185, конец примечания. Существует мнение, что годовая дань на душу населения в современном, конец 80-х годов, исчислении составляла всего 1-2 рубля. Князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, добровольно жертвовал равную всей дани сумму на поддержание Константинопольской епархии. Примечание. Павлов. К вопросу о русской дани в Золотую Орду. В книге «Ученые записки Красноярского педагогического института», 1958 год. Конец примечания. Бартольд писал, что, несмотря на произведенные монголами опустошения, первое время существования Монгольской империи было временем экономического и культурного расцвета для всех областей, которые могли воспользоваться последствиями широко развившейся при монголах караванной торговли и более тесного, чем когда-либо прежде, культурного общения между Западной и Восточной Азией. Примечание. Бартольд. История изучения Востока в Европе и России. Ленинград, 1926 год. Конец примечания. Стоит сказать и еще об одном моменте, уточняющем понятие «иго» и существенно уточняющем. Почему-то никто не ставил вопрос о географическом ареале ига. А вопрос этот чрезвычайно важен. Была ли тогдашняя вся Русь под игом? Современный исследователь Кульпин расценивает известную нам историю веков ига как историю 1/10 населения тогдашней Руси, а именно той ее части, которая была сосредоточена вокруг городов и как бы зависала в лесных ареалах, где от одного пашенного участка до другого могло простираться в среднем 10-20 верст. Примечание. Кульпин. Путь России. Москва, 1995 год. Цитируется по Цимбурской от Великого острова Руси. Полис, 1997 год, номер 6, страница 48. Конец примечания. Конечно, все было отнюдь не идеально и благостно. Речь идет лишь о самых общих и длительных тенденциях внутри ареала.
Были бедствия, огромные бедствия и разорения, и все-таки не погибель русской земли. Шмурло писал, что нашествие Батыя сильно обезлюдило русскую землю. Известно, что в Торжке татары перерезали всех жителей. В Козельске не только все взрослое мужское население, но и женщин с детьми. В Южной Руси, взяв и сжегши Переяславль, половину жителей перебили, а другую увели в плен. В Киеве от всего города осталось не более 200 домов и так далее. Примечание. Шмурло. Русская история. Москва. Аграф. 1997 год. Страница 124. Конец примечания. Поэтому так называемый симбиоз нельзя воспринимать как некую особую любовь русских к монголам. Сам Л.Н. писал, что без монголов они обошлись бы с удовольствием, так же, как и без немцев. Более того, Золотая Орда была так далека от главного улуса и так слабо связана с ним, что избавление от так называемого татарского ига после смерти Берке-хана и усобицы, возбужденной темником Нагаем, было несложно. Но вместо этого русские князья продолжали ездить кто в Орду, а кто в ставку Нагая и просить поддержки друг против друга. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва. Мысль. 1989 год. Страница 543. Конец примечания. Все меняется после 1312 года, когда уже мусульманский суперэтнос овладел Причерноморьем и Поволжьем. Как утверждал Л.Н., Великороссия, чтобы не погибнуть, вынуждена была стать военным лагерем, причем былой симбиоз с татарами превратился в военный союз с Ордой, который продолжался более полувека, от Узбека до Мамая. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва. Мысль. 1989 год. Страница 548. Конец примечания. Узбек, правивший в 1313-1342 годах, выдал свою сестру за московского князя Юрия Даниловича, внука Александра Невского, которая при крещении получила русское имя Агафья. Хан Джанибек, 1342-1357 годы, дружил с одним из главных религиозных деятелей Руси, позже митрополитом Алексием. Кстати, он вылечил жену Джанибека от тяжелой глазной болезни. Примечание. Гумилев. От Руси до России. Москва. Дрофа. 1997 год. Страница 171. Конец примечания. Юрий Данилович жил в Орде 2 года. Приобрел расположение хана, получил от него ярлык на великое княжение. Он был первым, кто от имени Московского княжества подписал международный договор. Итак, симбиоз или иго? Симбиоз всего лишь обозначение, данное этому феномену Гумилевым, а оценка, идея, была высказана куда раньше евразийцами. В 1926 году они формулировали ее так. Прежняя разграничительная линия между русскою и азиатско-языческими культурами перестала ощущаться потому, что она просто исчезла. Безболезненно и как-то незаметно границы русского государства почти совпали с границами Монгольской империи, и ни от кого стало с этой стороны защищаться. Примечание. Евразийство. Опыт систематического изложения. Евразийское книгоиздательство. 1926 год. Страница 29. Конец примечания. Неужели стереотип иго реально отбросить?
Конечно, нет. Велика сила и устойчивость стереотипов. Великое число противников концепции ЛН. Только надо понять, что спор идет скорее по форме, чем по сути. Сначала необходимо определить само понятие «иго». Глава 10. 3. Геополитика Куликовской битвы. Становление суперэтноса. Эпиграфы. Я считаю, что в Куликовской битве родился русский этнос. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле сражались уже не владимирцы, москвичи, суздальцы, тверичи, смоляне, не представители разобщенных междоусобицей княжеств, но русские великороссы, совершенно осознанно шедшие защищать свой мир и свое отечество, свой культурно-философский смысл бытия. Гумилев. Скифской, гунской и монгольской периоды общеевразийской истории были продолжены периодом русским. Савицкой. В 1980 году отмечалось 600 лет со дня Куликовской битвы. В потоке публикаций была и статья ЛН, как мне кажется, лучшая в его жизни, кристально четкая по логике и в то же время очень эмоциональная. Начиналась она весьма необычно. Генуэзские купцы, которые весь XIV век держали в экономической зависимости Византию и сделали своим теплое Черное море, серии территориальных захватов оказались у нас на юге в степи. Примечание. Гумилев. Год рождения 1380. Декоративное искусство 1980 год. Номер 12, страница 34. Конец примечания. Какая здесь связь? Генуэзские купцы и Куликовская битва. Три силы у ЛН играют главные роли в геополитике конца XIV века. Во-первых, нарождающийся западноевропейский этнос, его авангардом была активная купеческая буржуазия, которая лишь ждала гибели ослабленной Византии. Проводником ее влияния у нас на юге была Генуя. Примечание. Гумилев. Год рождения 1380. Декоративное искусство 1980 год. Номер 12. Страница 34. Конец примечания. Во-вторых, молодая османская Турция и, в-третьих, ослабленная Золотая Орда, где в 1359 году началась внутренняя междоусобица, заматня, и за 20 лет сменилось более 20 ханов. Русь и Литва были лишь кандидатами на суперэтнос. В 1312 году, после государственного переворота в Сарае, царевич Узбек объявил ислам государственной религией. Из степного хана Кочевой Орды новый властитель становится завоевателем-султаном. Как указывал Л.Н., конфессиональные перемены означали изменение политического курса на суперэтническом уровне. Нагнетание ситуации длилось до 1340-х годов, когда какой-то рок в 1-2 года лишил 3 восточноевропейских центра вождей и правителей. В Литве умер Гедимин, в Сарае Узбек, а в Москве Иван Калита. Стало ясно, что надвигается новый тур взаимной неприязни, вражды. Примечание. Гумилев. Год рождения 1380. Декоративное искусство 1980 год. Номер 12, страница 35. Конец примечания. Нажим на Русь шел по всей линии противостояния, линии, так сказать, раскола цивилизаций. Опасность исходила не от Золотой Орды. Угрозой номер один был Запад, ганзейские купцы с их монополией торговли на севере, а параллельно
агрессия Ливонского ордена. Еще опаснее был юг, откуда исходила генуэзская агрессия, заключавшая триаду – купцы, войны, католицизм. Примечание. Кожинов. Монгольская эпоха в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. Наш современник, 1997 год, номер 3, страница 191, конец примечания. Линия так называемого раскола цивилизаций была давно нарушена Западом, резко отбросившим ее на восток. Во второй половине XIII – начала XIV веков она сдвинулась с Западной Двины и Западного Буга на 600-800 километров до Верхней Волги и Оки. Примечание. Кожинов. Монгольская эпоха в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. Наш современник, 1997 год, номер 3, страница 189, конец примечания. Еще резче был удар на юге, главном направлении натиска на Русь. Запад наступал с юга. Вот почему и начал Л.Н. свой рассказ о Куликовской битве. С конца XIII века генуэзцы не без борьбы становятся на Черноморье полными хозяевами. В 1266 году они покупают у татар Феодосию, основывая знаменитую колонию Кафа, а в начале XIV века обосновываются в Керчи и Херсонесе. Венецианцы в то же время утверждаются в Сугдее, Судак. Это значит, что на юге так называемая линия раскола откатилась на восток еще дальше, от Адриатики до Черного и даже Азовского побережья, то есть на 1500 километров. Примечание. Успенской. История Византийской империи, том 3, Москва, мысль, 1997 год, страницы 597-598, конец примечания. Здесь генуэзцы столкнулись с монголами Джанибека, против которого в 1345 году папой был объявлен крестовый поход. Таким сложным и мрачным для Руси был геополитический расклад середины XIV века. С кем же все-таки встретилась она на поле Куликовом и почему? Обреченно-пассивная до тех пор вдруг стала пассионарной? Воевала она с крымским темником Мамаем? Примечание. Его называли темником, так как первоначально он командовал тьмой, 10 000 воинов. Конец примечания. Он не был чингизидом, поэтому и не мог стать ханом. Авторитет его в Золотой Орде был невелик. Грум-Гджимайло называл его узурпатором. Примечание. Грум-Гджимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. Ленинград, 1926 год, страница 550. Конец примечания. Как указывал Л.Н., Мамай опирался на союз с Западом, главным образом с генуэзскими колониями в Крыму, и это оказалось решающим в дальнейшем ходе событий. Примечание. Гумилев. От Руси до России. Москва. Дрофа. 1997 год. Страница 173. Конец примечания. Союзником Мамая стал и Ягайло, литовский князь. Это был союз под эгидой Запада, союз для превращения Руси в колонию генуэзцев. На их деньги Мамай покупал наемников, в его корпусе были не только и не столько монголы, сколько остатки половцев, алан и других. Им он продавал права на торговлю, военные поставки, работорговлю. Л.Н. утверждал, что постепенно Мамаева Орда превратилась во всеразъедающую химеру. Под последней Гумилев понимал
такое состояние социального организма, когда насильственное сожительство двух и более этносов не ведет ни к чему положительному ни в каком направлении, а лишь создает перегрузки системы при полной рассогласованности составляющих ее элементов. Примечание. Гумилев. Год рождения 1380, страница 35. Конец примечания. Русь сражалась на поле Куликовом вовсе не с Золотой Ордой, а с Мамаевой Ордой, которая кардинально отличалась от первой. Лучшим и самым очевидным доказательством этого было то, что радостную весть о победе на поле Куликовом Дмитрий послал хану Тохтамышу в Золотую Орду. Примечание. Кожинов. Монгольская эпоха в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. Наш современник, 1997 год, номер 3, страницы 180-185. Конец примечания. Золотоордынские правители не стремились осесть на Руси. Им нужна была так называемая дань, а иногда и прочный союз. Тойнби признавал, что в XIII веке угроза России со стороны Запада стала хронической. Правда, почему-то удивлялся, что ответом Руси стали самовластие и централизм в управлении страной. Примечание. Тойнби. Цивилизация перед судом истории. Москва. 1995 год. Страница 158. Конец примечания. Россия как бы проснулась от анабиоза, длившегося более века. Война шла уже не между лесом и степью, Европой и Азией, русскими и татарами, а жизнеспособными этносами и химерой, оказавшейся на пути развития как Руси, так и самой Великой Степи. Гумилев писал, что химера была не так страшна тем, что вползала в несвойственный, чуждый, экологически другой суперэтнос, а тем, что ее сущностью явилась отчетливая тенденция рассеяния и уничтожения народов-соседей, русских, половцев, мордвы, самих же татар. Примечание. Гумилев. Год рождения 1380, страница 35. Конец примечания. Факты хорошо известны. Химера лопнула. Ее убила Куликовская битва. Ради этого 150 тысяч человек пошли на бой, из которого вернулись только 30 тысяч. Русский этнос родился на Куликовом поле, пишет Л.Н. На тесной, затянутой перелеском и болотцем площадке, размером не более 30 квадратных километров, откуда вышла горстка новых русских, родоначальников этноса, который живет и поныне. Примечание. Гумилев. Год рождения 1380, страница 35. Конец примечания. Коллизии русско-татарских контактов и столкновений не кончились на этом. Вспомним, что Тохтамыш через 2 года вторгся в Россию, взяв Москву, но вернул ли он ее к положению, предшествовавшему Куликовской битве? Примечание. Грум-Гржимайло, Западная Монголия и Уренхайский край, Ленинград, 1926 год, страница 551. Конец примечания. Нет, не вернул. Нельзя было уже вернуть все назад. Русский этнос родился на Куликовом поле.